Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом и не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 65 рублей 99 копеек, евро 72 рубля 88 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего покупка доллара в Россельхозбанке. Это 65 рублей 60 копеек. Лучший курс продажи предлагает Восточный банк. Он остановился на отметке 66 рублей 10 копеек. Что касается евро, то выгодная покупка все в том же в Россельхозбанке 72 рубля 30 копеек. Продажи в Восточном банке 72 рубля 85 копеек. Сообщает сайт Банкиру. Накануне состоялась пресс-конференция Центра избиркома России по предварительным итогам выборов. В ходе нее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о завершении голосования на всех выборах во всех регионах страны. По ее словам, ни на одном избирательном участке голосование не было признано недействительным. Всего в воскресенье в 85 регионах страны состоялось более 5000 выборов разного уровня. В Якутии прошли 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жадай. Или выбрать. Такая картина. По имеющимся в ЦИКе данным, это предварительные, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным. Вот в отличие от предыдущих, выборов, я даже боюсь это произносить. Что еще? Да. Ну вот пока так, пока именно так. Никакой информации, которая бы указывала на то, что где-то выборы не были не признаны, у нас нет на этот час. В России в самое ближайшее время усилят борьбу с картелями. Помимо двукратных штрафов для юридических лиц, за повторное заключение картеля предусмотрен ряд других, более серьезных мер. Более подробно в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, здравствуй. Какие еще виды ответственности предусмотрены за нарушение антимонопольной законодательства? Ольга, приветствую. Если вина подозреваемых будет доказана, что всегда, как обычно, самое сложное, то они могут оказаться за решеткой на весьма солидный срок. Федеральная антимонопольная служба представила в правительство поправки, которые усиливают ответственность за картельные сговоры и дают ведомству дополнительные инструменты для борьбы с ними. Одна из новаций – введение ответственности за участие в картеле для акционеров, членов коллегиальных органов и директоров компаний. Если будет доказана их причастность, им может грозить до 6 лет свободы. Сейчас в картельных сговорах в большинстве случаев признаются виновными рядовые менеджеры, а члены совета директоров и акционеры уходят от ответственности. Поправки должны изменить ситуацию. Инициативы Федеральной антимонопольной службы предполагают создание реестра участников картелей и ограничение доступа к госзакупкам для них. Поправки также вводят двукратные штрафы за повторное заключение картеля для юридических лиц. Таким образом, Федеральная антимонопольная служба надеется снизить количество рецидивов. Также закрепляется возможность получения антимонопольным органам результатов оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, у ведомства появляется право изымать у компаний вещи и документы. Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5% в годовом исчислении, следует из сообщений Главного таможенного управления КНР. Всего сторонами было поставлено товаров почти на 71 миллиард долларов. При этом объем экспорта из Китая в Россию не изменился, оставшись на уровне около 31 миллиарда долларов. А вот импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 8,3% до почти 40 миллиардов долларов. Товарооборот между Россией и Китаем растет на протяжении ряда последних лет. В 2016 году прирост составил 2,2% в годовом исчислении, в 2017 году 20,8%, а в 2018 году 27,1%. По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Россией и Китаем превысил 107 миллиардов долларов. Вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал арендное жилье перспективнейшим направлением на совещании с представителями Минстроя и госкорпорации Дом.РФ. Он отметил, что такой опыт уже есть в Москве, Тобольске и на Дальнем Востоке. По его словам, люди могли бы арендовать такое жилье при переселении. Также оно было бы востребовано среди молодых семей. Ваша задача – толкнуть инвесторов создавать арендное жилье. Надо посмотреть, какие сдерживающие факторы есть, что мешает инвесторам создавать арендное жилье, обратился
Виталий Мутко к участникам обсуждения. Ранее министр строительства Владимир Якушев говорил, что субъекты могут создавать фонды для развития арендного жилья, как это делается сейчас для решения проблем обманутых дольщиков. Учрежденный региональным правительством фонд может выступать в качестве организации, которая может заниматься и арендным жильем. Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда. Ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – Республики Хакасия. Аналитики составили индекс рынка труда по итогам 2018 года, который дает возможность комплекса оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса были проанализированы 9 показателей, включая уровень оплаты труда, условий труда, а также емкость рынка труда. По сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, снизился коэффициент напряженности на рынке труда. Однако ситуация по-прежнему достаточно неоднородна, отмечается в исследовании. В 2019 году, по мнению экспертов, на фоне стабильной экономической ситуации на рынке труда должна сохраниться позитивная тенденция. В частности, можно ожидать увеличения заработных плат, сохранения уровня безработицы на низком уровне. Соответственно, в большинстве субъектов России значения индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом как минимум не должны снизиться, отмечают авторы этого исследования. Ввод в работу дизельного генераторного комплекса в Тикси запланировано в декабре 2020 года, сообщил на полях Восточного экономического форума во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым председатель правления японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий Исидзука Хирааки. Он подчеркнул, что данный проект имеет для них первостепенное значение и осуществляется на правительственном уровне Японии. Хирааки сообщил, что дизельные генераторы уже доставлены в Россию. Остается важный момент – сборка модулей в Кургане и доставка в Тикси наземным путем по реке Лени или северным морским путем. После этого будет произведена их установка и монтаж в здании электростанции и сопряжение агрегатов модулей с существующей энергетической инфраструктурой поселка. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Ольга, ну а актуальная информация из мира финансов в следующих выпусках. Спасибо большое, Иван. А я напомню, что новости экономики нам рассказал Иван Лазаренко. Выплачиваемую вузами студентам и аспирантам материальную помощь предлагается освободить от налога на доходы физических лиц. Ранее автор инициативы отмечала, что выплачиваемая в настоящее время работодателям матпомощь в размере 4000 рублей нуждающимся работниками или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, ровно как и стипендии студентов, аспирантов и ряду других категорий не облагаются НДФЛ. При этом матпомощь студентам облагается налогом. По мнению депутата, это несправедливо. Законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. На пособие на первого ребенка в 2020 и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019 году. Ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7% до 12 тысяч рублей. Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в 3 раза. С января они будут положены тем семьям, где есть ребенок до 3 лет, а доходы родителей не превышают 2 региональных прожиточных минимумов на человека. Выплаты помогут бороться с бедностью, но все же не позволят преодолеть демографический кризис, считают эксперты. Деньги на обед гарантированно будут потрачены на горячее питание, а не на газировку и чипсы. В столице Якутии внедрена новая система питания школьников. Как проконтролировать, что именно купил ребенок в школьной столовой и насколько питательной оказалась эта еда? Во сколько обойдется завтрак, обед и ужин, знает Юлия Великодная. Юля, тебе слово. Приветствую, Ольга. Итак, обо всем по порядку. Сегодня каждый субъект сам решает, чем и как часто надо кормить детей в общеобразовательных и дошкольных организациях. Единых стандартов и требований на федеральном уровне нет. Существующий 44-й федеральный закон в госзакупках регламентирует правила выбора поставщика продуктов, которые из-за разницы в стоимости не всегда могут быть местного производства, как хочет этого заказчик. В Якутии же, согласно указу, финансовое обеспечение лежит на госбюджете, деньгах муниципального бюджета и доплаты родителей. Между тем, перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства призвал президент Владимир Путин.
Ну а пока Якутск может похвастаться новой системой питания школьников. В 2017 году был запущен проект lk14.ru. Каждый школьник получил карту, деньги, на которые перечисляют родители, и расплачиваться, которые ребенок может только в школьной столовой. Работает это следующим образом. У каждого участника проекта, родителя, учителя, сотрудника образовательного учреждения открыт свой личный кабинет, через который можно в онлайн-режиме отслеживать все происходящее. Сколько денег было зачислено на карту, сколько потрачено, что именно приобрел ребенок в школьной столовой, насколько питательно оказалась купленная еда. Сайт ЛК-14 является очень удобным инструментом для контроля питания ребенка. У меня есть дочка, учится во 2 классе, и я могу зайти, посмотреть, что и во сколько поел ребенок. Я захожу несколько раз в неделю и смотрю, что поел ребенок. Но я думаю, будет удобно, потому что все будет на единой платформе, и расписание уроков же там будет, да? Все в одном, все по одному клику, так сказать. При разработке меню соблюдены возрастные и физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях района Крайнего Севера. Рацион адаптирован к национальным и территориальным особенностям питания населения региона. Так, в меню включены такие продукты, как жеребятина, якутская лепешка, напитки из местных ягод и витаминизированные печенья с добавлением ягод. Проект создавался на протяжении 3 лет. Авторы провели анализ, работали с научными данными. В каждой образовательной организации при согласовании меню с органами Роспотребнадзора учитываются и возрастные категории детей, и особенности состояния здоровья, и даже особенности социально-экономического развития того или иного района и культуры того или иного района. Например, если у нас в северных районах принято употреблять в пищу оленину, значит, особые сорта рыбы, это предусмотрено, и Санпин позволяет внедрить в меню именно местную продукцию. Сейчас разрабатывается механизм социальной поддержки малоимущим семьям в организации питания школьников по поручению главы республики Айсена Николаева. В Якутии горячим питанием в школах обеспечивается 98% детей, тогда как в среднем по России эта цифра составляет 63%. При этом действующий норматив на питание детей из малоимущих семей в день составляет 31 рубль, а за полярным кругом 35 рублей. В школах республики обучается почти 62 тысячи детей из малоимущих семей. Уровень обеспеченности горячим питанием школьников в Якутии составляет примерно 98%. При этом властям региона ежегодно приходится увеличивать расходы на питание школьников. Средняя стоимость питания в республике составляет 242 рубля в день, завтрак 85, а обед 157 рублей в среднем. При этом учащиеся начальных классов в основном питаются бесплатно. Ольга, такая информация. Спасибо, Юлия, а мы двигаемся далее. Бывает, что родители могут никогда не увидеть своего ребенка. Как правило, злоумышленники находят своих жертв на игровых площадках. Преступники умело пользуются детской доверчивостью. Легко ли увести ребенка под вымышленным предлогом и как ему поступать в стрессовой ситуации, узнаете в следующем сюжете. Похищение детей средь бела дня в наше время не редкость. Специалисты уверяют, чаще всего ребенок сам уходит со злоумышленником. Даже тот, кому родители много раз объясняли, что с незнакомцами нужно быть предельно осторожным. Теряя бдительность, малыш соглашается пойти посмотреть щеночка. Вместе с представителями объединения «Школа безопасности» мы решили провести эксперимент и понять, так ли доверчивы наши чада. Для проверки выбрали излюбленный метод – привлечь внимание милым животным. Ребят! Привет, смотрите, кто тут. Какой? Бдительность детей усыпили за несколько секунд. На вопросы незнакомой девушки отвечают охотно. А тебя как зовут? Саша. А тебя как зовут? Варя. А тебя? Как тебя зовут, мальчик? Илья. Еще несколько минут, и дети без зазрения совести уходят вместе с незнакомым человеком. Заманчивое предложение накормить милого кролика покоряет ребят. Проверяем других детишек. Результат тот же. Хотите, я вам еще покажу, где крольчата сидят? Да. Пойдемте. За экспериментом следили и родители детей. Они в шоке, ведь о правилах поведения с малышами говорили и не раз. Да, рассказывают, что так делать нельзя, что не все, кто приходит вот с кроликами, они хорошие. Чаще всего они могут навредить моему ребенку, и не только моему. Спрашиваем детей, почему скажите, ослушались пожалуйста, родителей. почему вы со мной Ответ пошли? предсказуем. Я пошла, потому что у вас был очень милый кролик, и вы казались совсем не злыми.
отказаться не значит не быть, объясняют сотрудники школы безопасности. Активисты организуют бесплатные мастер-классы. На них детей учат, как не попасться на уловки злоумышленников. У детей стереотип, который практически у каждого ребенка существует. Они представляют себе плохого человека в черном, с пистолетом, в маске, в очках, что он сразу будет грабить, похищать на глазах у всех. Но как все знают, что такой человек не встречается в обычной жизни. Именно этот детский стереотип и пытаются сломать на мастер-классах. А еще научить, как правильно вести себя в опасной ситуации. На этот раз бесплатное занятие провели для истринских школьников. Эту фразу ребенку нужно произносить громко и четко в случае, если к нему подошел незнакомый человек. Ведь главное оружие беззащитных детей – это крик. По-другому отпор не дать, физические силы не позволят. Татьяна Петрова, Артем Серобян и Иван Карташов. Новости 360. 26-летний житель села Барагонцы Усть-Алданского района по решению суда следующие 13 лет проведет в колонии строгого режима. Чем мужчина заслужил столь суровое наказание, нам расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, здравствуй. В чем же обвиняется молодой человек? Здравствуй, Ольга. Мужчину обвинили по целому ряду статей. Среди них хулиганство против чужого имущества, но самое серьезное – это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Осенью прошлого года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив обиду, произвел 64 выстрела из гладкоствольного ружья в стены, потолок и входную дверь арендованной им квартиры. Когда соседи вызвали полицию, стрелок открыл огонь по двери и произвел не менее 20 выстрелов. Прибывших сотрудников он предупредил, что если те попытаются проникнуть в помещение, то он откроет огонь на поражение. После длительных переговоров стрелок был обезврежен и задержан. Суд присяжных заседателей признал подсудимого виновным. Ему назначили наказание 13 лет колонии строгого режима. 7 сентября сотрудник исправительной колонии номер 7, что в поселке Табага, совершил самоубийство, находясь на посту. Предварительно установлено, что за несколько часов до этого погибший убил девушку в Якутске, после чего прибыл на службу, получил оружие и покончил с собой. Сейчас в колонии работает следственно-оперативная группа ФСИН, прибывшая из Москвы для расследования происшествия. Участковые полиции в Якутске в очередной раз выявили нарушение закона в сфере продажи алкогольной продукции. В заведении «Беркут» бармен продавал закрытые бутылки с алкоголем на вынос, тем самым нарушая статью КоАП «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». А продавец в магазине на улице Беринга продавал алкоголь из-под полы, не имея на то разрешения и лицензии. На 28-летнего продавца составили административный протокол «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». Алкогольная продукция изъята на месте. 4 человека пострадали в результате ДТП в Ангаласском районе. На 69-м километре автодороги УМНАС водитель автомобиля Honda Step Wagon выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной ГАЗ. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, 2 его пассажира и водитель автомашины ГАЗ. Прибывший на место ДТП патруль ГАИ проверил водителя иномарки на алкоголь при помощи алкотестера, который показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель не согласился с результатом алкотестера, но от медосвидетельствования отказался. Виновник ДТП, а также 2 его пассажиров получили множественные ушибы и переломы. Одна из пассажирок находится в тяжелом состоянии. Все материалы ДТП переданы в следственные органы. Красивое зрелище обернулось трагедией. На Шри-Ланке во время праздничной процессии храмовые слоны пришли в ярость и напали на зрителей и участников процессии. Пострадало не менее 17 человек. Подробности расскажет Татьяна Гамозова. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек получили ранения, когда 2 слона, участвовавшие в праздничной процессии, неожиданно пришли в ярость и напали на людей в столице страны – Котте. В субботу в городе проходил красочный религиозный праздник Исала Перахера. Десятки танцоров, музыкантов и разукрашенные слоны начали шествие от храма Будды в центре города. Это зрелище традиционно привлекает множество паломников и туристов. Неожиданно 2 животных перестали слушаться своих всадников и бросились на толпу. В числе попавших слонам под ноги оказались и сами участники процессии. Как сообщает местная пресса, все пострадавшие госпитализированы. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Ольга, на этом у меня все. Спасибо, Александр. А я напомню, с обзором чрезвычайных происшествий был Александр Хавренко.
И мы двигаемся далее. Руководитель Алданского лесничества в Якутии оштрафован на 25 тысяч рублей за неприятие мер по своевременному привлечению сил и средств для тушения лесного пожара. Прокуратура района установила, что 1 августа был зарегистрирован лесной пожар на территории Алданского района. За 12 дней прирост пожара составил с 6 гектаров до 146. Отмечается, что меры по тушению лесного пожара были приняты только спустя 9 дней. Кроме этого, при тушении не были задействованы сотрудники авиаотделения и весь необходимый перечень техники. Переходим к мировым новостям. Шторм Дориан принес разрушения в Канаду. На одной из строек ветер повалил кран. Из-за обрыва проводов сотни тысяч человек остались без света. Подробности в следующем сюжете. Канада переживает последствия удара шторма Дориан. Он обрушился на побережье страны в субботу. В столице провинции Новая Шотландия, Галифаксе, ветром прямо на здание повалило строительный кран. Во многих местах упали деревья. Известно по меньшей мере об одной сорванной штормом крыше. Из-за обрыва линий электропередач более 300 тысяч жителей остались без света. О пострадавших пока не сообщается. Правительство заявило, что направляет на восстановительные работы военных. В субботу скорость ветра достигала 160 км в час. По данным метеорологов, теперь Дориан направляется к острову Принца Эдуарда и Ньюфаундленду. Тем временем на Багамах продолжают подсчитывать ущерб от Дориана. Здесь он ударил в полную силу, еще будучи ураганом 5-й категории. Ветер практически смел с лица земли около 13 тысяч домов. Такую оценку приводит Красный Крест. По последним данным, погибли 43 человека, но ожидается, что это число продолжит расти. Береговая охрана США сообщила, что их патрули спасли около 300 человек с изолированных островов и продолжают поиски выживших. Гуманитарные организации ведут сбор средств для оказания помощи жителям. На башнях Москва-Сити установлен новый мировой рекорд по хайлайну, то есть высотному хождению по стропе. Кто же стал рекордсменом? Новый мировой рекорд в хайлайне установили в субботу в Москве. Спортсмен-экстремал из Германии Фриди Кюне с первой попытки прошел на высоте 350 метров между двумя небоскребами комплекса Москва-Сити. Стропу длиной 245 метров натянули от башни Ока к башне Нева Тауэрс. Прогулку приурочили ко Дню города. В эти выходные российская столица отмечает 872-летие. Предыдущий подобный рекорд установил в 2016 году в Мехико немец Александр Шульц, пройдя между зданиями на высоте 247 метров. Всего в субботней попытке участвовали 7 лучших хайлайнеров из Германии, России, Франции и Канады. По словам петербуржца Максима Кагина, ходившего по стропе над Енисеем, к такой высоте требуется очень серьезно готовиться. Ты учишься контролировать себя, учишься балансировать, совершенствуешься и стараешься быть лучше. Вот. И нужно достигать мастерства, чтобы не обращать ни на что внимания и чтобы ничто тебя не сбило. Достижение Кюне занесут в книгу Гиннесса. Однако оно может быть повторено уже в воскресенье. Прогулка в небе продолжится, и все, кто сумеет преодолеть трассу, будут признаны рекордсменами. Тем временем австралийский пилот Мэтт Холл завоевал чемпионский титул на гонке Red Bull Air Race в Японии. Всего на 1 очко он опередил ближайшего преследователя японца Йосихиде Муроё. Тему продолжит Татьяна Гамузова. Чемпионом мира по аэробатике в серии Red Bull Air Race стал Мэтт Холл. Заключительный этап турнира прошел в выходные в японском городе Тиба. В финальной битве 4 в воскресенье победителем стал двукратный обладатель титула японец Йосихиде Муроё. Но в общем зачете по итогам сезона Холл опередил его на 1 очко, что позволило австралийцу подняться на высшую ступень пьедестала. В этой гонке от спортсменов требуется сочетание скорости и точности. Они выполняют фигуры высшего пилотажа над водой, проходя между надувными пилонами со скоростью до 370 км в час. Максимальная перегрузка может достигать 12 же. Кажется, до меня еще не вполне дошло, что случилось. И это такая горькая радость, ведь гонка последняя, но все же неплохо чувствовать себя лучшим в мире.
Холл, к тому же, последний чемпион в истории этой серии. С 2003 года в Red Bull Aero Race состоялось более 90 гонок, но дальше организаторы проводить турнир не будут. Муроя, у которого были прекрасные шансы на третий титул, в итоге стал вторым. На третьем месте Мартин Сонка из Чехии. «Золотого льва», главную награду Венецианского кинофестиваля, получил фильм Тодда Филлипса «Джокер». О том, как впервые фильм-комикс стал победителем одного из главных мировых киносмотров, в следующем материале. Победителем Венецианского кинофестиваля стал «Джокер» Тодда Филлипса. Кинокомикс об одном из самых известных суперзлодеев, безумца в клоунском гриме, главном антагонисте Бэтмена. Главную роль исполнил Хоакин Феникс. Маньяк и манипулятор Джокер появился в Готэме в 80-х годах. За странным псевдонимом скрывался некто Артур Флек, скромный местный житель, у которого тяжело болеет мать, а карьера комика складывается неудачно. Тому, что заставило этого маленького человека превратиться в убийцу с вечной улыбкой на лице, и посвящена лента. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Впервые такую престижную награду получил кинокомикс, причем от студии DC, у которой это направление вызывало немало вопросов. Но Филлипс, судя по рецензиям, нашел верный тон. Журнал Variety уже сравнил Джокера с таксистом Мартина Скорсезе. Редкий кинокомикс, отмечает критик, который отражает реальность. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? В мировой прокат «Джокер» выходит 4 октября. В России традиционно на день раньше. Это были мировые новости. А мы продолжаем. Проведение в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу среди мужчин поспособствует популяризации этого вида спорта в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ближайшее время зрителей ждет немало ярких поединков. Напомню, 20-й чемпионат мира по боксу среди любителей проходит с 7 по 21 сентября этого года. В соревнованиях принимает участие 467 спортсменов из 88 стран. Это станет рекордом в истории чемпионата мира по боксу. Всего на турнире будет разыграно 8 комплектов наград среди различных весовых категорий от до 52 килограммов до свыше 91 килограмма. Этим утром в аэропорт Якутска прибыла чемпионка России по дзюдо Нургуяна Никифорова. Ее встретили родные, друзья и представители Министерства спорта и физической культуры республики. Новоиспеченная чемпионка страны побудет дома только 2 дня и сразу улетит в Москву. Там она будет готовиться к Гран-при, который пройдет в Ташкенте в 20-х числах сентября. По словам ее личного тренера, хоть Нургуяна и стала лидером России, ей еще требуется набрать рейтинговые баллы для попадания на следующий сезон. Напомню, в финале якутянка боролась со спортсменкой из Красноярского края. На 3-й минуте Нургуяне удалось провести бросок на Вазааре, после чего она довела дело до победы. Первую схватку было тяжело бороться в плане психологически, а следующие 3 схватки уже было тяжело физически, потому что я на последнем этапе, можно сказать, подготовки чуть приболела, и вес упал, и вот чувствуется, что физически я чуть послабже буду, но тактически и технически, я думаю, переиграла своих соперниц. А в Нерюнгри проходит большой хоккей. На малоледовой арене «Шахтер» состоятся игры среди юношей. С сегодняшнего дня по 11 сентября 3 игры чемпионата России сыграют команды «Энергия» из Нерюнгри и «Адмирал» из Владивостока. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стоянский стали победителями мирового тура по пляжному волейболу, прошедшем в Риме. В финале турнира ими были обыграны соперники из Германии. Более подробную информацию нам расскажет Власий Сергеев в рубрике спорта. Власий, здравствуй. Как же прошла эта встреча? Ольга, здравствуй. Российские волейболисты выиграли у своих соперников в 2 партиях с одинаковым счетом 21-16. Стоит добавить, что Красильников со Стояновским выходили на этот матч в качестве действующих чемпионов мира. В финале мирового первенства россияне также обыграли своих соперников из Германии.
В эфире новости спорта. Здравствуйте. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли у немцев Юлиуса Толя и Клеменса Виклера и стали победителями мирового тура по пляжному волейболу. Финальная встреча завершилась со счетом 21-16, 21-16. Обладателями бронзовых наград стали норвежцы Андерс Молл и Кристиан Серум, выигравшие в матче за третье место американцев Джейкоба Гибба и Тейлора Грэбба. Красильников и Стояновский играют в паре с 2018 года. Помимо победы в мировом туре, в их активе есть золото чемпионата мира, прошедшего в июле этого года. Сборная России по пляжному футболу со счетом 2-4 уступила команде Португалии в суперфинале Евролиги. Турнир завершился в португальской Фигейра да Фоше. В составе хозяев соревнований результативные удары нанесли Леонардо Мартинш, Рио Каимбра, Бельшиор и Бернардо Мартинш. В составе россиян забитыми мячами отметились Федор Земсков и Алексей Макаров. Команда Португалии стала победителем турнира в рекордный 6-й раз. Сборная России во 2-й раз стала серебряным призером Евролиги. Также в активе россиян 5 побед на этом турнире и 5 комплектов наград бронзового отлива. Футбольный клуб «Ростов» на своем поле одержал победу над сборной Сирии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе Олимп-2 в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3-0. В составе российского клуба дубль оформил защитник Арсений Лагашов. Третий мяч ростовчан на счету полузащитника Александра Саплинова. Ростов в турнирной таблице чемпионата России после 8 туров занимает 3-е место, набрав 17 очков и уступая по дополнительным показателям Краснодару и Петербургскому «Зениту», в активе которых столько же баллов. В 9-м туре Ростов дома примет Грозненский Ахмат. Встреча пройдет 16 сентября. Возвращение мини-футбольного клуба «Заря» в высшую лигу России – это знаковое событие для всей республики. Таким мнением поделился игрок якутского коллектива Афанасий Федоров после выездной ничьи с московским «Спартаком» в матче первого тура регулярного чемпионата. Напомню, «Заря» пропустила прошлый сезон высшей лиги из-за финансовых проблем. В этом году команда заявилась во 2-й по силе дивизион страны, вернув в свой состав лидеров прошлых лет, в том числе Федорова, ставшим в прошлом сезоне чемпионом вышки в составе Мирнинского «Алмаз Алросы». Воспитанник якутского футбольного клуба «Пульса» Даниил Мирошниченко поступил в академию имени Леонида Слуцкого, которая базируется в Волгограде. В составе детской мархинской команды нападающий выступал с 2015 по 2019 год. За это время он трижды побеждал в детской футбольной лиге города Якутска, став лучшим бомбардиром всех 3 розыгрышей турнира. Также один раз становился триумфатором регионального этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч». Добавлю, что это не первый случай, когда воспитанник якутского «Пульса» переходит в ведущие футбольные школы страны. В данный момент в Академии Краснодара выступает Артем Соколов, цвета Уфы защищает Кирилл Андропов, а в столичных Чертаново и Торпедо играет Никита Фурин и Кирилл Корольков, соответственно. Первым тренером всех футболистов является бессменный рулевой мархинского «Пульса» Василий Ивочкин. Минская «Динамо» со счетом 5-4 выиграла у московского «Спартака» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Александр Павлович, Темо Пулкинин, Андрей Костицын, Стефан Эллиот и Михаил Стефанович. У хозяев льда взятие ворот провели Яков Рылов, Патрик Хёрсли, Михаил Юньков и Мартинш Карсумс. В турнирной таблице западной конференции «Спартак» идет на 7-й позиции, имея в активе 4 очка. «Динамо» занимает 10-е место с 2 баллами. В следующем матче 10 сентября «Спартак» дома примет омский «Авангард». «Динамо» 12 числа на своем льду сыграет с новосибирской «Сибирью». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжим следить за событиями в жизни якутского и российского спорта. Ольга, вам слово. Спасибо, Власе. Ждем от вас новостей. А я напомню, что это была рубрика спорта. Ее ведущий Влас Сергеев. В самом разгаре уборочная кампания в этом году по республике планирует собрать 72 тысячи тонн картофеля. На сегодня аграрии Якутска получили уже 3 тысячи тонн. Наш корреспондент Саргалана Федорова отправилась в поле крестьянского хозяйства КИМ. Саргалана, здравствуй. Расскажи, каков же урожай? Приветствую, Ольга. Лето погодой не особо баловало, но все же якутские аграрии порадуют хорошим урожаем картошки. С одного куста порядка 20 картофелин. Вот такой урожай у крестьянского хозяйства Валерия Ким. Причем на вкус и цвет картофель разный. На выбор 2 сорта – Гала и Розара. Труд здесь полностью ручной. Работают студенты Якутского торгово-промышленного техникума. Они трудятся упорно по 6 часов в день. Фермерское хозяйство Валерия Ким существует с 1993 года. Помимо картофеля здесь выращивают и
морковь, капусту, свеклу. И благодаря качественным сортам и надлежащему технологическому подходу ожидается, что в этом году урожайность будет не хуже прошлогодней. С одного куста планируют получить порядка 12 тонн. И подробнее об урожайности нам расскажет глава хозяйства Ким. Валерий, здравствуйте. Расскажите, когда вы приступили к сбору картофеля и сколько тонн уже собрали? Мы начали уборку 2 сентября. Сегодня 7-й день убираем. Убрали где-то около 150 тонн. Сорт Гала пока убирается. Там потом будет Розара. Люди обычно боятся нитратов. Сколько нитратов в ваших картофелях? Нитратов практически нету, потому что минеральных удобрений было применено по минимуму. И содержание нитратов, люди могут не опасаться. Экологически чистейшей продукции, так сказать. А как реализуете ваш продукт? В основную массу сдаем Гарснап для детских садов города. И так вот приезжают покупатели. Сейчас вот грузятся баржи на севера. Вот тоже приезжают оттуда ребята, загружаются, увозят. Уборку производит Якутский промышленный техникум. Мы уже работаем в контакте около 20 лет, поэтому все отработано, здесь никаких нет вопросов. Спасибо. А прямо с полей картофель попадает в овощехранилище. Там его сортируют, чистят от камней. И крупные отправляют на продажу, а мелкие на семена. Всего по республике в этом году засадили на пашнях общей площадью более 5000 га картофель и овощи, а в Якутске на площади 1393 га. И сегодня на пашне находится и главный агроном Якутска Валерий Герасимов. Валерий, здравствуйте. Расскажите, мы знаем, что субсидия выделяется на 1 га, и в этом году сколько выделили и какая урожайность ожидается? Так, в текущем году на развитие картофелеводства ставка была 19 тысяч рублей, это на 1 гектар, а на развитие овощеводства 36 тысяч рублей. В прошлые годы, то есть в 2018 году, ставка была 17 тысяч рублей на картофель и на овощи 25 тысяч рублей. Спасибо. Картофелем в крестьянском хозяйстве Ким приступят к уборке моркови и капусты. Ольга. Спасибо, Сарглана, за такую познавательную экскурсию. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Сарглана Федорова. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане 7 градусов со знаком плюс, ветер 4 метра в секунду. В Ленске ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, а столбик термометра остановился на отметке 14 градусов выше 0. В столице Алмазного края в эти минуты плюс 15, ветер 3 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри плюс 8, ветер 6 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас 12 градусов тепла, скорость ветра 3 метра в секунду. На этом выпуск завершен, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.